Селям алейкум, уважаемые телезрители. В прямом эфире телеканала АТР, как всегда, по средам программа «Крымский вопрос». И сегодня у нас очень замечательный, на мой взгляд, гость. Человек, который стоял у истоков, можно даже сказать, был в каком-то смысле основателем современного независимого украинского государства. Это первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Очень большую благодарность за то, что вы пришли к нам на эфир. Хочу вам сказать от наших коллег и от крымских татар, которые не просто следят за вашими высказываниями, но и чувствуют от вас какое-то тепло по отношению к крымским татарам. И вы были одним из очень немногих политиков высокого уровня, которые сразу поддержали блокаду Крыма. Скажите, из чего вы исходили, когда высказывали свое мнение в самом начале, когда многие еще молчали и ничего не говорили? Я исходил из того, что крымские татары, их жизнь, их судьба, мучения и страдания – это обвинительный акт тоталитарной системе, партийно-советской и нынешней российской власти. Поэтому крымские татары должны использовать любые условия свободы, не в Крыму, а в принципе свободы и демократии, для того, чтобы отстаивать свои права, а мир должен их поддерживать. Они этого заслужили. И я искренне это говорю, потому что я был членом рабочей группы, когда в Политбюро создана Украины была рабочая группа по изучению всех проблем возвращения на историческую родину крымских татар. Я их видел тогда, полуголые, полубосы, измученные страданиями, особенно самовозвращенцы. Потому что они оставляли все там, скажем, в Узбекистане, все продавали, оставляли и ехали на произвол судьбы, как говорится, не зная, как их встретят. А местная власть встречала их просто враждебно. Поэтому я настолько насмотрелся, что у меня и сейчас, когда я вот говорю о крымских татарах, у меня сердце обливается кровью. Поэтому я был, буду при всех условиях защищать права и свободы крымских татар и их право на жизнь там, в Крыму, на своей исторической родине. Насколько вы считаете эффективна эта гражданская блокада, которая сейчас проводится на пунктах пропуска? К чему она привела вот в украинской политике и в обществе? Но, во всяком случае, украинская политика вздрогнула, потому что она колебалась, в общем, не могла определиться с точностью до политического права, до политических решений, а крымские татары показали, что это надо делать, если власть действительно власть. Конечно, не все она и сейчас еще делает, потому что есть много сложностей, я понимаю, но крымские татары должны дальше не оставлять этого вопроса, держать его под постоянным контролем и блокировать до тех пор, пока все поймут, что это их право и их надо поддержать. Как следующий этап блокады организаторами акции заявлена энергетическая блокада Крыма. То есть они исходят с такой логики, что электричество — это такой же товар, который как бы продается в Украине на оккупированной территории. Как вы считаете, насколько это возможно и насколько целесообразна экономическая блокада? Я думаю, вот здесь надо очень аккуратно. То, что касается обеспечения там, едой, там, другими вопросами, которые выборочно можно использовать, и в том числе и блокаду, можно создать определенные базы на границе, можно приезжать, покупать, отправлять в места, где в этих продуктах есть большая потребность. А вот что касается воды и электроэнергии, это может быть очень болезненным для всех, в том числе и для крымских татар, потому что электрику нельзя включать по цвету кожи или по национальности. Да, но, Леонид Макарович, был прямой эфир на АТР в субботу, и звонили как раз из Крыма крымские татары. И они говорят, что мы чувствуем себя здесь в таком положении, в положении захваченного народа, в положении униженном, оскорбленном, затравленном. И они восприняли эту блокаду как хоть
какие-то попытки Украины вспомнить о них и защитить их права. И они говорят, что они не боятся отключения света, минимального электроснабжения, потому что, ну, как бы мы пережили депортацию, пережили унижение многократное в советское время, и сейчас готовы пережить многое ради только того, чтобы украинское государство начало процесс реинтеграции Крыма, показала, что эта территория не брошенная, что они помнят политики, и вопрос не снят о Крыме, как многие, уже некоторые говорят, ну это потом все, да, а крымским татарам нельзя потом, это их родина одна причем. Вы понимаете, тут есть, я еще раз говорю, право крымских татар можно оценить комплексно, то есть их страдания, их мучения дают право им действовать радикально. Это я их пойму. Но как поймут те люди, которые будут отключены от электричества, скажем, вот как они их поймут? Я не хотел бы, чтобы против них в самом Крыму, в том числе и те люди, не все же стоят за... Не все относятся враждебно к крымским татарам, не все в Крыму. Нет, конечно. И если их отключить от воды, от электричества и от всего, и показать им пальцем, вот кто виноватый, может произойти такой негативный осадок, очень негативный, с серьезными последствиями. Поэтому тут я бы... Другое дело, что нужно там смотреть на цену, что нужно смотреть на другие вопросы, но как обойти этого, я рецепта дать не могу. Но знаю твердо, чтобы не возбуждать ненависть, в том числе и межнациональную в Крыму, тут надо быть очень и очень аккуратным, поверьте моему. Я понял, что вы исходите из интересов крымских татар и других граждан Украины, которые там находятся. Абсолютно. Скажите тогда, пожалуйста, что, на ваш взгляд, должна делать украинская власть сейчас? Это связано не только было с этим попустительством вот этому бизнесу, как Чубаров Рифат сказал, на крови, когда делались деньги на Крыме, в то время как там страдают люди, сидят в тюрьмах, там их убивают и так далее. Да? И 1,5 года власть этого не замечала. И до сих пор, вот блокада стоит уже месяц, да, требования ясны. Это первый, это закон о свободной экономической зоне, ее отмена. Да. Но тем не менее, и президент даже сказал, что этот вопрос будет внесен в Раду. Но пока он не внесен, и пока разговор об этом прекращен. Я понимаю, что вы не действующий президент Украины, но как, на ваш взгляд, должна была бы действовать власть, и с какой скоростью, и что она должна была предпринимать для того, чтобы как-то поддержать крымских татар в их нынешнем положении? Первое, что нужно было сделать уже давно, отменить этот недолугий украинскую мову закон о свободной экономической зоне. Он не годится для Крыма. Отменить его, потому что он работает против крымских татар, и не только против крымских татар. Это первое. Второе. Навести порядок на своей территории, на границе. Жесткий порядок навести на своей территории. То есть, территория оккупирована, она не подлежит нашему серьезному влиянию. Но наша территория украинская может создать такие препятствия, такие преграды, такие границы сильные, чтобы и мышь не проскользнула туда. И тогда Крым должен почувствовать, что он оккупирован, и что оккупационная власть должна отвечать за него. Если власть не отвечает, значит, пусть жалуются на власть. Но Украина не может заменить оккупационную российскую власть. Не может и не должна. Поэтому власть должна действовать жестко, последовательно и системно. Перестать шататься, перестать надеяться, а вот что-нибудь произойдет. Крымские татары подняли исторический вопрос о возвращении Крыма. У нас, к сожалению, плана возвращения Крыма, утвержденного Верховным Советом, нет. Есть разговоры. И основной смысл разговора состоит в том, что если мы в Украине начнем жить лучше, то Крым возвратится сам. Это никогда не произойдет. Надо знать российского политика, надо знать особенности философию россиянина, чтобы так не говорить. Потому что там другая философия. Они будут страдать тоже
терпеть, но Крыма не отдадут так просто. Поэтому надо всеми силами, последовательно используя, я повторяю, опыт крымских татар, их решительность, их настойчивость, я бы сказал, смелость, которую они сегодня проявляют, украинская власть должна использовать, обогатив все это своими действиями, продуманными в ключе с крымскими татарами. Надо использовать эту большую силу. Как вы считаете, на этот раз шанс вернуться к серьезному обсуждению стратегии возвращения Крыма есть? Думаю, сейчас нет. Серьезно. Потому что нет твердой веры во многих политиков украинских. Это я, обсуждая с разными людьми, разными категориями, в том числе в парламенте, что Крым может возвратиться. Не верят в это. То есть не просто социологические опросы какие-то, что там многие проценты не верят, а именно политики действующие. Политики на уровне такого бытового восприятия. Зная Россию, зная ее 150-летнюю войну, 150-летней войны, и зная ее агрессивный настрой по отношению к Украине в целом, потому что вы же знаете, Путин сказал, что украинское государство – это не естественное государство, и оно не имеет исторической перспективы. То есть философия Путина – уничтожить Украину как державу. Поэтому Украина и Крым – это единое целое. Но уничтожить Украину – значит, не отдать Крым, естественно. Поэтому многие политики верят в такую философию России. Мировое сообщество не проявляет твердой инициативы тоже. Но вот посмотрите, санкции говорят в основном о Донбассе. Да. Уже о Крыме забыли. То есть я понимаю так, если, скажем, Путин решит что-то по Донбассу со знаком плюс, маленький плюс, и Франция, и Германия, и другие сразу заговорят о том, что надо отменять санкции. Потому что политика у них окрашена часто в зеленый цвет. А это не политика, это бизнес. А тут надо быть последовательным и системным. Вот почему и наши политики не имеют твердой системной веры в то, что Крым может возвратиться в Украину. Но сегодня есть возможности, инициатива крымских татар, я считаю, есть важной инициативой для украинской власти. Вы сейчас говорили про европейских политиков, но мне кажется, как и в обычной жизни, так и в политике есть такое понятие, что помогают выплыть тому, кто сам гребет. А если украинские политики будут дальше продолжать складывать руки, говорить, что не знаем, как вернуть, ничего мы не можем, ни стратегию придумать, ничего, ни санкции какие-то, ничего мы не можем придумать, ни энерго какие-то решения, ни там такие. Почему нам должны помогать другие страны, если сами мы в себя не верим? Это правда. Еще есть один вопрос. Вы же понимаете, когда мы начинаем проявлять какую-то жесткость, часть политиков, жесткость, и по отношению к оккупированному Донбассу, и по отношению к Крыму, сразу часть политиков украинских начинает вопить, плакать, что, дескать, там же наши люди живут. И, дескать, что же мы делаем? Мы создаем сложности для наших людей. Я задаю им вопрос. Наши люди сжигают украинские флаги? Наши люди голосуют за присоединение к России? Нельзя говорить, что там только под багнетами они голосовали, по штыкам. Нет, голосовали и добровольно многие. Поэтому не надо так обобщать. Есть сегодня инициатива, хорошая, на мой взгляд, крымских татар. Власть должна скоординироваться с этой инициативой и выработать, во всяком случае, систему давления со стороны Украины на тех политиков крымских и российских. Это российские политики, по сути дела, оккупированы, поставленные Кремлем в Крым, что тут говорить еще, для того, чтобы показать, что Украина не будет плакать от того, что кому-то там чего-то не хватает. Украина будет жестко и последовательно подходить к Крыму как оккупированной территории, и оккупанты должны нести
ответственность за то, что они там делают. У вас очень понятная, ясная позиция, которой, на мой взгляд, не хватает многим действующим украинским политикам. И, наверное, вам стоит, может быть, и приехать на блокаду, если у вас будет такая возможность. Ну, если будет такая возможность, и я буду чувствовать себя в свои 82 года более, ну, как сказать, хорошо, я сейчас сделаю все для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот, я, конечно, хочу приехать и посмотреть, что там происходит, какие будут условия безопасности, потому что, вы знаете, тут есть много таких факторов. Но я, где бы ни выступал в Украине, я и по Крыму, вернее, в первую очередь, и по Донбассу говорю одно. Надо говорить, это власть оккупационная, она по всем международным нормам отвечает за состояние в оккупационных территориях, и мы не должны проводить гнилую политику в том, что, дескать, надо помогать там всем. Каким образом? Вот я задаю вопрос. Каким образом Украина может помогать крымской власти? До недавнего времени всем помогали. Я говорю, ну каким? Только нелегальным каким-то, через разные формы передачи денег каких-то нелегальным путем, ну каким? Но там такие схемы работали, вот эти торговые. Это многомиллионные схемы, которые, понятно, что и в Киеве люди с этого деньги говорят, получали. это было 500 миллионов в год долларов. Как бы не больше. А может и больше. Слушайте, ну мы же открываем туда шлюзы для контрабанды, прямой открытой контрабанды. И государство, зная об этом, не делает серьезных шагов, чтобы прекратить контрабанду. Мы можем это сделать? Можем. И надо это делать. Знаете, что удивляет и многих иностранцев, и журналистов, и в Украине многих удивляет, что крымские татары и вот другие протестующие, которых поддержали, в общем-то взяли на себя функцию государства. По идее, это же государство должно делать там, прекращать контрабанду, ну, ловить наркотрафик, прекращать, там недавно наркоторговцев поймали и так далее. На своей территории. Но это же ненормально, что государство отдает эти функции общественности и не берется за нее само. Вы знаете, государство многое делает очень сложных шагов, потому что оно в итоге не определилось, что у нас в Украине происходит, война или АТО. Да, кстати, до сих пор. Понимаете? Вот пока мы не определимся точно, что в Украине происходит, не надо обманывать народ, не надо говорить, что на неконтролируемых территориях мы можем провести выборы, потому что в Минских соглашениях записали сначала выборы, а потом граница. Выборы, когда нет украинской власти, какие выборы, слушайте? Но мы видели в Крыму референдум, как проводили. Ну, 97% накидали, вот. Без списков, без всего. Хорошо, что не 107, потому что это тоже может быть. Но есть и такая точка зрения, что мы, дескать, когда-то, не знаю, кто когда, никто не знает когда, возвратим Крым, то, дескать, нам не надо плодить там сейчас враждебных людей, настроенных враждебно против Украины. Все это неправильно. Есть международные нормы, есть международный опыт, и Украина должна это применить в полную силу. А крымских татар поддержать, и, учитывая их страдания и мучения, крымских татар должен поддержать мир. Это я убежден в этом. Они заслуживают для этого. Спасибо за эти слова, но хотелось бы вернуться к еще одной законодательной инициативе, которая пока не оформлена, поскольку вы знаете, да, что даже не принят еще закон Верховной Рады о том, что крымские татары являются коренным народом Украины, коренным народом Крыма. Даже этот закон не принят. Но вот на том участке границы, где находится штаб акции гражданской блокады Крыма, там прямо где пограничный пост, крымско-татарские активисты повесили большой такой, ну, мега-баннер такой, где было написано на двух языках, на русском, на крымско-татарском, на украинском: «Добро пожаловать в Украину, в Крымско-татарскую автономную республику». Да. Многие, я знаю, восприняли это, ну, конечно, акт символический, понятно, да, но восприняли это как вот, ну, по крайней мере, мысль в правильном направлении. Но
мы услышали много критиков, которые начали говорить, что ни в коем случае нельзя давать крымским татарам ни в будущем никогда национально-территориальную автономию. Вот что вы думаете о будущем устройстве крымской государственности в составе Украины? Я не просто думаю, я предлагаю немедленно начать процесс изучения этой исторической проблемы о предоставлении Крыму, как исторической родине крымских татар, коренному народу Крыма, национальной автономии. Немедленно. Каким образом? Изучить опыт мировой, создать группу или комиссию у Верховном Совете, может, у администрации президента, вы задали такой вопрос, сразу я не готов так точно сформулировать. Но это бюрократия, не имеет значения, смысл создать. Да. Для того, чтобы предложить, не имеет значения, согласятся, не согласятся, Россия, ну, конечно, не согласится, и многие наши не согласятся, но предложить и начать обсуждать народом. Вот тогда мы будем говорить, что мы подготовились к этому вопросу. Придет время X, и это станет. Если только говорить, что мы поддерживаем идею, ну, я слышу, и Петр Порошенко сказал, что он поддерживает эту идею, но сегодня уже поддерживать это мало. Надо начать работать. Сейчас слишком большое расстояние в украинской политике между намерением и исполнением. То есть уже полтора года с аннексией прошло, мы слышали обращение президента по-крымско-татарски, мы видели плакаты на улицах городов, что крымцы Украина, там, я крымский татарин, там люди говорили и так далее. Мы видели много слов о том, что надо помогать крымским татарам. Но вот на данный момент, мы сейчас находимся в этой студии, в практическом плане нет никаких решений. Вот поэтому я и предлагаю создать комиссию в Верховном Совете. Это уже будет серьезный знак к практическим шагам. Комиссия по разработке шагов, ну, учитывая исторический опыт, по созданию в Крыму национальной крымской автономии. Тогда к этому начнут присоединяться люди, средства массовой информации, может быть, где-то начнут говорить на круглых столах, писать письма, обсуждать. А если только сказанные слова, они нагрузки, нужные нагрузки, для такого очень важно. Это не простой вопрос. Вопроса очень мало. Надо начинать действовать. Вот начали крымские татары блокаду, начали действовать, обратили на себя внимание не только власти украинской, а всего мира, так и тут. Действовать надо. Прекращать, обещать и говорить. Можно ли надеяться, что вы в своих публичных выступлениях будете поддерживать эту идею дальше и настаивать на том, чтобы государство ее продвигало фактически? Я делаю это, я уже делал это, и сейчас делаю с вами, чтобы меня услышали, я думаю, не только крымские татары. Нас смотрит вся Украина, в принципе. Да, Украина. Я в ближайшее время буду где-то за рубежом. Очевидно, так складываются обстоятельства. Я там эту тему буду продвигать, потому что это единственно правильная историческая тема. Я повторяю, и царская Россия, и сталинский режим, и советско-партийный режим, и сегодняшний путинский режим – это обвинение серьезные, украинскую мову вырок для этих исторических этапов, для власти, советской, российской и нынешней власти по мучению и страданию крымских татар. И это дает основание всем стать на защиту этого народа. Скажите, а как вы думаете, кто против крымско-татарской автономии из украинского политикума? Ну, может быть, не по фамилиям, но как политические силы. Кто против вообще того, чтобы тему Крыма поднимать? Кто за то, чтобы ее забыть? Вы знаете, я не случайно сказал, что нужно начать с конкретной комиссии. Я беседовал со многими людьми, в том числе депутатами. Они не знают истории с 1789 года, не знают истории, как Крым создавался, как Россия в свое время тоже аннексировала Крым по сути. То есть не знают истории. Или не хотят знать? Не знают. Ну,
конечно, если кто-то захочет, он всегда может постичь. Современная информационная система дает возможность сидеть на диване и читать. Но вы-то знаете, Леонид Макарович, вы знаете, почему другие не знают? Ну, я прожил такую жизнь, что я должен знать. А многие просто случайно пришли к власти, случайно. Ну, всплыли где-то. Где-то деньги заплатил, где-то что, а где-то исторической памяти, исторических знаний у человека нет. Поэтому, если эта комиссия, я не случайно, начнет работать и продвигать тему, обсуждать на всех уровнях информационной украинской системы, многие узнают, а узнав, займут правильную позицию. Поэтому сегодня обвинять людей можно только одно, что они еще не политики. Они пришли в политику случайно, и политики не научились. А политика – это наука. И у политика настолько моральна, сколько в ней моралей. А так как у человека морали нет, то и в политике, его политике, в частности, не было и не будет морали. А вы считаете, украинская политика должна стать более моральной сейчас? Не только должна, необходимо, потому что сегодня, если люди, находящиеся в политике, их уличают в коррупции, причем уличают с разных сторон, в том числе за рубежа, предъявляя конкретные документы, а власть, Генеральная прокуратура, вроде молчат. Надо или опровергать, или соглашаться. Я же не знаю, я не могу кого-то обвинять или не обвинять. Я говорю о принципе. Если это правда, значит, надо принимать решения. И если это неправда, надо опровергать. Нельзя человека держать все время подвешенным. Вот про определенность позиции, в том числе и правоохранительных органов, и политиков. Аннексия Крыма. Многие называют ее сдачей. Абсолютно безвольной, без всякого сопротивления, без ничего. Расследование не ведется фактически. Нет допросов должностных лиц, которые тогда руководили Крымом, всякими там силовыми ведомствами и так далее, и так далее. Как вы думаете, невыгодно знать правду об этом? Почему не хотят расследовать этот, мягко говоря, эпизод трагический в истории Украины? Я так думаю, что когда пришла через Майдан гідності, чести, новая власть, для нее такое быстрое решение России по Крыму было просто неожиданным. И она не могла принимать конкретных решений. И сегодня те люди, которые не могли тогда принимать конкретных решений, и сегодня принимают решения. То есть они сами свои действия оценивать не могут. Это очень сложный вопрос. Можно обвинить все. У нас не было армии, у нас не было оружия, у нас не было ничего. Можно так говорить. Но можно и посчитать, кто был все-таки тогда на Крымском полуострове, как это было, и попытаться объяснить, а почему это произошло. Все правильно говорят о чем? Если бы Крым сопротивлялся, Путин так быстро не пошел бы на Донбасс. Он же рассчитывал, что Донбасс тоже не будет сопротивляться. И надо отдать должное нынешней власти уже, которая в краткое время создала войско хорошее, армию, ну по сути армию, оружие, попыталась объединить усилия с Западом и дать отпор в Донбассе, в Луганской и Донецких частях областей. И тогда Россия начала задумываться. Она считала, что пройдет как нож в масло. Это не произошло. И чем дальше затягивается, это время идет, она все больше влазит в проблемы на Донбассе. И надо создать все условия, чтобы у нее были постоянные проблемы в Крыму. Вот Владимир Путин, который является сейчас президентом Российской Федерации, многократно повторил такой тезис, что самая большая трагедия 20 века – это развал СССР. Вы, можно сказать, один из главных соучастников этой трагедии, как называет ее Путин. Как вы считаете, можно ли было что-то сделать по-иному? Не то, что сохранить СССР, понятно, что нельзя было, но, например, на каких-то других условиях провести этот развод. Потому что Украина лишилась, например, ядерного оружия, да, и так далее. Вот могли ли вы предполагать тогда, что, чем это может обернуться, и как вообще дальше будут существовать эти страны соседние? Ну, давайте с ядерного оружия. Если бы был Советский Союз,
Вот представьте себе, Советский Союз в 1997 году мы должны были бы заменить все боеголовки, потому что они уже, срок их действия прекращался. У нас боеголовок не было своих, это российские боеголовки. Россия нам не поставляла боеголовки. Оружие атомное могло сделать Украину заложницей. Поэтому отдать оружие, вывести было необходимо. Другое дело, какими путями и за сколько, если брать в материальном измерении. Потому что каждая шахта стоит $1 миллиард. Каждая шахта. А их 165 у нас было. Вот. Не считая боеголовок. Вот представьте себе, какая это цифра. А нам, по сути, дали за оружие $700 миллионов. Но вы могли тогда представить, что когда-нибудь Россия станет врагом Украины? Конечно, нет. Я вам скажу такой факт. Мы проводим пресс-конференцию с Борисом Ельциным. Сидим за столом. Много журналистов, иностранных в том числе. И кто-то из журналистов задает вопрос. Борис Николаевич, вот ходят слухи, дескать, в медиапространстве, что Россия может начать войну против Украины. Борис Николаевич в свойственном ему характере сидел, встал и так хотел, по сути, пальцем повертел в висках. Вы что? Война против Украины? И начал рассказывать, какие корни дружбы, какие исторические корни, сколько мы вместе, что мы пережили. Но говорил так ярко и убедительно, я сижу и слушаю. Он поворачивается ко мне и говорит: Леонид Николаевич, а как вы считаете? Я говорю: Борис Николаевич, я, конечно, считаю, что это какой-то абсурд. Не может Россия начать войну против Украины. Я тоже тогда поверил. Понимаете? То есть верили, что это практически невозможно. А сегодня, если мне задали вопрос, может ли Россия начать войну против Польши, ну что уже против Украины началось, или, скажем, там, Чехословакии, я бы сказал, может. Потому что вся философия России – это работа военной машины. Это агрессивная система, которая порождает постоянные войны, порождает и будет порождать. Поэтому сегодня мы уже имеем другие взгляды, другое мнение, убедившись на собственном историческом и нынешнем опыте. Леонид Макарович, последний вопрос, который я хочу вам задать. Я стараюсь задавать его нашим гостям. Крым вернется в Украину? Я верю, что вернется. Я только не могу сказать, когда. Я могу сегодня сказать, что не скоро. Если судить по логическому течению политики и времени. Но все происходит иногда очень быстро. Никто не предполагал, что в 1991 году развалится Советский Союз. Никто. Когда я общался с людьми, мне люди говорили: Леонид Макарович, какой колосс, какая сила, какие возможности, посмотрите, какая величина. Вторая страна мира, а может и первая, развалится? Да, есть сложности, не развалится. Развалилась за 1 год. Кто мог предположить, что так быстро пойдет Берлинская стена? Пала очень быстро. И я надеюсь, где-то в душе верю в то, что в России начнутся проблемы. И перемены. Экономические, политические. Потому что мир понял, наконец, мне кажется, с кем он имеет дело. И какая опасность нависла над миром. И поэтому, может быть, внутренние проблемы России настолько сложные и настолько неординарные и непредсказуемые, что тогда Крым сразу перейдет под украинские флаги. Как бы там ни было, Украина должна быть к этому готова и не терять времени. Готова. И постоянно, я возвращаюсь к начальному разговору нашему, постоянно показывать, что власть у Крыма оккупационная, что она должна отвечать за все, что происходит в Крыму, и что проблемы Крыма к Украине не имеют прямого отношения. А крымские татары, защищая свои интересы и свое право, свою свободу,
издевательства, по сути, которые сейчас сродни сталинскому режиму, имеют право на защиту, на блокаду, а украинская власть должна помогать. Спасибо вам, Леонид Макарович, за то, что пришли к нам в эфир. У нас в гостях был первый президент Украины Леонид Кравчук. До встречи на следующей неделе. До свидания.